Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мои видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Кто вас ищет прямо сейчас? Кто хочет вас найти? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Спросите так. Кто меня ищет, кто хочет меня найти? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, скрывают то, что сейчас скрыто, это очень важно знать. Так, ну это история из прошлого, явно из прошлого. Смотрите. По отсыпке два одинаковых образа, и здесь два одинаковых образа. Вот это история прошлого, а это история будущего. Здесь мужчина из прошлого, мужчина, которого вы 100% знаете, ну, либо, по крайней мере, должны помнить. Понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Этот мужчина был, у мужчины был шанс, у кого-то даже отыграется, что симпатия была между вами, а у некоторых даже были отношения. Не могу сказать, что долгие, да, но что-то между вами было. Ничем не закончилось, ничем. Ну, расставанием, да, расставанием закончилось. Мужчина, который упустил свой шанс. Мужчина, который повелся на свой какой-то страх, либо неуверенность в себе. Мужчина, который прошел достаточно долгий путь перезагрузки, метаморфоз. И очень-очень сильно поменялся. Видите, он стал совсем другим. Сейчас, в сегодняшнем дне, этот мужчина очень уверен в себе. Очень уверен. Плюс у мужчины, смотрите, в руках огромный знак власти, знак могущества. И он под такой конкретной крышей находится. То есть мужчина очень себя комфортно и неплохо чувствует в том состоянии, в том месте, где он сейчас находится. Знаете, как будто бы история мальчика, парня, да, который ничего не имел, да, гол как сокол, с пустыми карманами, в холодильнике мышь повесилась. И вот тут он встретил прекрасного ангела, да, в виде вас. Понравились вы ему очень сильно потянуло. Но предложить-то нечего было, что пустые карманы предложить. Мышь, которая в холодильнике висит, что предложить? Да, он мог вам предложить себя. Но он подумал, что это слишком мало, и что он из себя ничего не представляет, что вы 100% откажетесь. Хоть, например, и была симпатия взаимная, и, возможно, даже что-то между вами происходило, но в последний момент он очень испугался. Испугался своей, извините, скажу как есть, бедности он испугался, да? Того, что я не могу прекрасной девушке купить красивые цветы, отвезти ее в ресторанчик, чем-то ее побаловать, чем-то порадовать. У меня нет машины, у меня даже на трамвай денег не хватает. Вот что я могу сделать? Да, может быть, я ей интересен, но как долго продлится этот интерес, когда он ничем материальным не подкреплен? В принципе, если так положа руку на сердце, парень прав. Да? Вот согласитесь, парень прав. С милым рай в шалаше — это так, отговорка для неудачниц, если честно, на мой взгляд. Но не бывает такого, чтобы люди прям были очень бедные и при этом очень счастливые. Тем более в наше время, в нашем мире. Нет, это так и, девочки, не работает. Я не могу сказать, что вы прям его сильно помните. Нет, не могу сказать. В вашей голове есть его образ, но там нету зацепки, понимаете? Да, был какой-то парень, да, ухаживал за мной, да, была какая-то симпатия, кто-то понравился, и все. У вас были в жизни более сильные чувства, более сильные впечатления. Он так, знаете, подтерся уже в вашей памяти. Вы с этим парнем несколько либо месяцев, либо даже лет
да, не встречались, не виделись. Не встречались, не виделись. Может быть, как-то не сильно произвел впечатление, либо не сильно понравился. Как-то быстро вы его забыли и переключились на кого-то другого. Но вы для него ангел. Вы ангелом были, ангелом остаетесь. Вы живете у него в голове, вы живете у него в сердце, вы живете у него в крови. У некоторых вот прям 100% отыграется, что вы вот первая и единственная любовь в его жизни. Не у всех, конечно, но у некоторых девушек, женщин так и отыграется. Кстати, здесь есть люди, у которых даже вот какое-то десятилетие, может даже пару десятилетий прошло между вашей встречей и сегодняшним днем. Ну да, все вы разные. Так, девушки, что вы должны знать лично для себя, да, такая немножечко вставка идет про вас. Вас здесь показывают в прекрасном цветочке, да, то есть вы расцветаете. Вот сколько бы вам лет не было, вы приближаетесь к пику своей женственности, своей красоты, своей манкости, своей сексуальной реализации, да, сексуального раскрытия. Не надо мне писать, что у меня климакс и прочее, прочее. Девочки, вот эти подробности, они, ну, поверьте, они ни к чему и ни на что не влияют. Влюбиться можно и в 90 лет, понимаете, и счастливой стать. Поэтому то, что вы пишете, это установки, которые просто вот ярлыками навешаны на всех женщин. Из серии, что там старородящая, из серии, что ты там женщина с детьми, все, тебе счастье не светит, что после там 40 уже все, жизнь заканчивается, если климакс, то все, да, ищи себе место на кладбище. Вот этого не надо, не надо, и не вешайте это на себя, это вообще не про вас. Это придумывают такие, знаете, злые мужики, никчемные, которые ничего себе не представляют, вот, чтобы оскорбить женщину, чтобы ее обидеть. А вот когда женщина это подхватывает, это ужасно. Кем бы вы ни были, мать вы с детьми, женщина после 40, может быть даже после 60, молодая совсем девушка, неважно. Вы совсем скоро достигнете пика своей красоты, женственности, сексуальности. И вот в прямом смысле слова расцветете. И я даже больше вам скажу, таких цветений за жизнь женщины может быть очень-очень много. Вот, все от женщины зависит, от ее состояния. В себе вы уверены, цену себе вы знаете. Да все у вас прекрасно, прекрасно. То, что вы страдаете от того, что нет достойного и порядочного, ну так еще время не пришло. Еще время, да. У вас, вон, смотрите, стрела летит, видите? Прям в вас летит, в сердце летит. Стрела любви. Вы скоро влюбитесь. И любовь будет очень сильная и взаимная. Правда, я вам точно не скажу, вы этого ли человека, кто вас ищет, либо кого-то другого. Но в любом случае, любовь взаимная и счастливая. Вот то, что вы должны знать. Кстати, помимо любви в вашу жизнь еще и большие деньги придут. Большие деньги, большие возможности. Ну, кому-то конкретно уже деньги придут, да? А кому-то большие возможности для того, чтобы эти деньги заработать. Смотря на что вы настроены и чего вы ищете. И так может отыграться. Вот с любовью вместе придут. Ну, сначала любовь, потом деньги. Так у вас идет. Может быть, любимый у вас, богатенький будет, да? С денежками поделится. Либо вложится в ваш проект, да, и вы сами сможете заработать. Так может быть. В любом случае здесь, как говорится, счастье на пороге. Практически вошло в вашу жизнь. Так, смотрите, помимо всего прочего, еще мне показывают мужчину, который из вашей жизни совсем скоро выйдет. Выйдет и вернется очень-очень нескоро. Мужчина этот какой-то токсичный, ядовитый, противный, агрессивный и вообще обижает вас очень сильно своим поведением, своим отношением. Не обязательно возлюбленный, да, не обязательно муж. Это может быть даже мужчина-родственник, ну, либо мужчина-начальник. Как-то сильно вы от него натерпелись, и, возможно, даже в сегодняшнем дне ваше единственное заветное желание от этого мужчины поскорее избавиться. Небеса вас слышат, небеса вам помогут. Он уйдет и либо вообще не вернется, либо вернется очень-очень не скоро. Ну, тогда уже будет все по-другому, да, тогда уже он вас и обидеть не сможет. А так, придет посмотреть, какая вы шикарная стали и как замечательно сложилась ваша жизнь.
Так, еще для себя, что вы должны знать. Путешествий у вас ждет много в будущем. Куда-то будете постоянно ездить. Либо вы будете на отдых куда-то выезжать за границу, например, либо в какие-то отдаленные уголочки райского типа. Либо вы, может быть, работать будете за границей, да, и туда-сюда будете ездить. Вот как путешествия, поездки, переезды у вас идут с места на место. Но они вам в радость, они вам удовольствие будут приносить. Там денежку, удовольствие, отдых. Здесь положительный момент. Особенно девочки, которые вот прям домоседочки. Либо в таких условиях вы живете, что особо не попутешествуешь. Вот для вас прям совсем праздник будет. Да? Дороги открыты, дорога зовет. А вы вообще такая авантюристочка. Я вижу, вам хочется свободы, вам хочется мир повидать. Это у вас точно будет. Так, еще, девчоночки, а глаз огромный вышел, глаз змеи у вас вышел. Это плохой знак. Это знак того, что за вами черный глаз смотрит. Вас могут глазить постоянно. И, опять же, завидуют вам очень сильно. Вы очень привлекательная, очень яркая, очень необычная, не похожая на всех тех людей, среди которых вы живете, либо работаете. Да, вы от них очень сильно отличаетесь. Вы такая живая, настоящая. Вы как прикосновение природы, да, во всех ее красках и проявлениях. А все вот эти остальные, они все какие-то искусственные, может, там обколотые, заколотые. Много ненастоящего у них, прям очень много, и оно им не к лицу. То есть, если взять вас и сравнить с теми женщинами, с которыми вы постоянно общаетесь, но вы женщина, не знаю, экстра-класса, понимаете, лакшери, а они все, ну, такое, не знаю даже как, чтобы не обидеть кого-то, ну как не настоящие, как искусственные, да, химоза какая-то. Так мне идет. На вас многие обращают внимание, вы очень многим нравитесь, но не у всех достаточно смелости, чтобы к вам подойти. Это есть. В каком бы возрасте вы сейчас не были, ваш возраст вам к лицу. Вот правда, поверьте. Так, ну вернемся к этому мужчине. Здесь мужчина, я уже сказала, да, момент встречи был очень несостоятельный, несостоявшийся, и у него все было еще впереди. Не могу сказать, что у мужчины была легкая жизнь, прям не могу сказать. В тот период времени, пока вы не виделись, он прям так знатно настрадался, намучился, наборолся, как напобеждался, прошел Крым-Рым и медные трубы. Ну, это все ему пошло на пользу. Все пошло на пользу. Я вижу, что у него были тут отношения. У кого-то отыграется девушка была, у кого-то отыграется, что и жена была. Ну, не случилось, не склеилось, не получилось. Он сейчас один, он расстался. Он один. И вот смотрите, даже когда он был с этой девушкой, женщиной, да, женой, он все равно помнил о вас. Всегда мысленно сравнивал вас и вот эту женщину, которая была с ним рядом. Он не забывал вас ни на один день, ни на один час, ни на одну минуточку. Может быть, даже какая-то общая фоточка есть. Либо он как-то украдкой вас фотографировал. Ну что-то есть, на что-то он периодически смотрит. Может быть, какая-то ваша вещь у него осталась, и он ее бережно хранит. Похоже, да, немножко на маньяка. Но нет, он нормальный, не переживайте. Вот он вас ищет. Знаете, как мне идет? У него есть ваше имя, но нету, например, вашей фамилии. Может быть, вы тоже за это время уже замужем побывали, да, фамилию сменили. Может быть, он вас как-то по старым данным ищет, либо в принципе не знал вашей фамилии, вот по имени ищет, по месту, где вы виделись, познакомились. У него очень мало информации о вас, очень мало. Даже если вы когда-то обменивались телефонами, возможно, ну как потерял он телефон, да, контакты там накрылись, пропали, да что угодно могло произойти. Вот имя, я вижу, что у него есть только лишь ваше имя и какое-то, ну, место, населенный пункт, да, название города, где вы с ним общались, где у вас вот знакомство произошло. Все. Данные о вас очень ограниченные, но все равно он вас ищет. Ищет он вас, вот как мне идет, как в компьютере, в интернете, да, соцсети, скорее всего, там он вас ищет. Ищет именно, вот как я сказала, да, по имени, приблизительно, может, возраст, да, либо точно, либо приблизительно, и вот место, где вы с ним познакомились, общались.
То есть, сами понимаете, да, очень сложно найти. Особенно если вы девушка, которая не ведет соцсети. Либо у вас были, и вы их забросили. Либо в ваши соцсети, они подписаны каким-нибудь там никнеймом. Вот, не вашим именем, не вашей фамилией. Там нет каких-то конкретных ваших данных. Да, но у него надежда есть, надежда. Знаете, он верит в это. Может быть, ему кто-то сказал, что он найдет, а может быть, он сам себя в этом убедил. Ищет, девчонки, ищет. Но между вами здесь конкретная такая дистанция, то есть вы друг от друга очень далеко находитесь. Ну, чисто в километрах, ну, реально далеко находитесь. Но все равно ищет, ищет. Он этим живет, этим поиском. Это его стимул, это его такой, знаете, мото, чтобы жить дальше, да, искать вас. Помимо всего прочего, да, ища вас, он еще и постоянно, вот смотрите, победу за победой одерживает. Он очень сильно возвысился с того времени, как вы его знали. Сейчас у него и деньги есть, смотрите, все у него есть, весь такой упакованный, красивый, расфуфыренный. А вот любви и счастья у него нет, к сожалению. Он вас ищет. Он, кстати, и внешне очень сильно поменялся. Если раньше он был прям такой совсем открытый, молодой, я не знаю, смешной, то теперь это серьезный, солидный дядька такой, знаете, прям весь при параде, в дорогих вещах, со стильной прической, такой весь ухоженный. Ну, как с картинки, да, вот какого-нибудь там бизнес-издания. Если бы вы его сейчас увидели, вы бы его 100% не узнали. А вот он бы вас узнал, причем сразу. Не просто даже узнал, он бы вас почувствовал сначала, а потом уже узнал, да, вашу энергетику. Прям попали ему прям в самое сердце. Роковая вы для него женщина, роковая. Так, по поводу того, найдет ли он вас найдет. Не переживайте, он вас найдет, но на это уйдет еще какое-то время. Я, если честно, не вижу, чтобы он нашел вас в этом году. Это только у единиц отыграется, что прям под самый конец года, в канун Нового года он вас найдет. Но это у единиц. 2-3 человека максимум. У всех же остальных поиски растянутся чуть подольше. Больше, чем до конца года. Ну что ж, спрятались вы конкретно, да, замаскировались. Ну, он мужчина такой дотошный, он действительно, может быть, вложится в это финансово, там, найдет какого-нибудь там частного детектива. У него просто очень мало данных о вас, очень мало. Будет искать, пока не найдет. Что делать будет, я не знаю, он и сам не знает, что будет делать. Наверное, все будет зависеть от ситуации. То есть, если вы будете свободны, ну, побежит к вам навстречу с распростертыми объятиями. А если вы будете с кем-то, то, наверное, ограничится просто встречей, да, там, воспоминаниями о прошлом. Ну да, так иногда бывает. Но вы ему были посланы. Вот, чтобы вы понимали, вы не просто так с ним познакомились, вы ему были посланы. И любовь к вам ему тоже была дана от высших сил. Если бы не вы, этот мужчина, он бы ничего не добился. Он бы где-нибудь там сгинул, сканул, да, пропал бы. Как, знаете, вы его движущая сила. Благодаря чувствам к вам, либо благодаря вот этому моменту, что женщина нравится, а я ничего не могу предложить. Вот он благодаря этому разбогател, да, либо чего-то добился. Благодаря вам. У вас в венце, видите, песочные часы стоят. И он их прям трясет, эти часы. Ну, типа, скорее, скорее хочу я найти. Встреча будет. Встреча будет обязательно. Но на это еще уйдет время для того, чтобы вы встретились. Так, моя хорошая, видите, какая вы роковая женщина. Мужчинку так задели, что он до сих пор в себя прийти не может. Ну, вы умничка, вы красавица, и жизнь у вас хорошо сложится. На этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.